Здравствуйте, я шеф-повар Данияр Деркембаев. Я рад поделиться рецептами о вкусных и здоровых блюдах для маленьких детей. Прежде чем я начну, я хотел поговорить о чем-то важном для всей семьи. Вы когда-нибудь слышали о 1000 днях окно возможностей? Это время от беременности женщины до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка до достижения его полного потенциала зависит от ухода и питания в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться рецептами, которые понравятся всей вашей семье. Эти блюда приготовлены из продуктов, которые доступны в магазинах. Я уверен, что вам понравятся эти блюда. Сегодня мы готовим с вами пюре из цветной капусты, но прежде нам необходимо помыть руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Для приготовления этого блюда нам понадобится цветная капуста, растительное масло и вода. Сейчас мы разберем цветную капусту на соцветие и помоем. Но прежде я отделю эти зеленые листья, которые не употребляются в пищу. Сегодня в нашем рационе представлена цветная капуста. Овощ полный витамина С и В, который с недавних пор на наших кухнях. Цветная капуста может быть приготовлена по-разному. Ее можно пожарить, сварить и сделать из нее пюре, что может быть прекрасным гарниром вместо риса или картофеля для взрослых, которые пытаются иметь здоровый рацион, и для детей. Это блюдо можно подавать детям в возрасте 6 месяцев или старше в качестве отличного обеда или ужина. После 6 месяцев грудное молоко остается важной частью питания ребенка, но необходимо добавлять другие продукты для нужд ребенка в питательных веществах. После того, как я разобрал цветную капусту на соцветие, я ее должен помыть. Кстати, знаете ли вы, что 6 месяцев дети учатся есть, и для них все новое, и текстура, и вкус, поэтому мы должны добавлять в рацион разные продукты. Опекуны и родители должны выделить достаточное количество времени и убедиться в том, что ребенок поел и получил достаточно энергии и питательных веществ. Пожалуйста, не забывайте, что ребенок должен получить 3-разовое питание и 2 перекуса в день из разных продуктов. Кладем капусту в кипящую воду. Так как у детей маленькие желудки, они могут есть только понемногу и часто. Опекуны должны следить за здоровьем детей, посещать докторов, поскольку не все болезни имеют видимые симптомы. Болезни мешают способности организма использовать еду для умственного развития и энергии. Накроем кастрюлю крышкой, уменьшим нагрев и будем готовить в течение 5-6 минут до полной готовности. А теперь, когда капуста готова и стала уже достаточно мягкой, мы можем слить воду. Нет, немножко воды я оставлю для того, чтобы в конце развести. Оставшуюся часть воды я могу вылить, она нам не понадобится. И теперь пестиком я постараюсь потолочь капусту. Измельчив капусту пестиком, я могу дополнительно измельчить блендером, поскольку пестик не может настолько мелко измельчить это пюре. Но если вы хотите употреблять более грубую пищу, тогда блендер использовать не нужно. Впрочем, если у вас маленькие дети до полугода или немножко старше, то вы обязательно должны измельчить на блендере.
Для того, чтобы измельчить с помощью блендера, я должен добавить немножко отвара, который я предварительно отлил в эту кружечку. Добавляю немножечко отвара и теперь могу использовать блендер. А теперь, когда я измельчил капусту с помощью блендера, я могу добавить 1 чайную ложку растительного масла. Тщательно перемешаем и можем подавать к столу. Украсим блюдо зеленью, и наша еда готова. Основные ингредиенты: 3 соцветия свежей или замороженной цветной капусты, 1/4 стакана воды и 1 чайная ложка растительного масла. Чтобы получить доступ к сегодняшнему рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!